В эфире программа «Житыкун». Меня зовут Александр Трухачев. Здравствуйте, смотрите в этом выпуске. Новые стандарты социальной поддержки граждан. Как изменятся подходы к определению уровня прожиточного минимума и какой эффект от этого почувствует население. Что такое местное самоуправление и как граждане могут влиять на процессы распределения бюджетных денег. Все о возможностях общественных советов. Чем еще, кроме спортивных побед национальной сборной Казахстана, запомнилась миру 28-я зимняя универсиада в Алматы? Итоги больших игр. Третья модернизация Казахстана, которая должна обновить государство и общество, достичь целей стратегии «Казахстан-2050», сделав республику участником элитного клуба 30 самых развитых государств мира. Перераспределение полномочий президента между правительством и парламентом как стремление к высшим ценностям прогрессивной демократии. Избрание нашей страны большинством голосов в состав непостоянных членов Совета Безопасности ООН, выводящее Казахстан на качественно новый уровень международных отношений. План нации с его 5 институциональными реформами в корне меняющими внутреннее законодательство и модель взаимодействия государства и общества. Программа «Нурлы-Жол», позволяющая республике стать логистическим центром самого большого континента планеты. Независимость, мир и единство. Крепкий фундамент заложен. Архитектура нового Казахстана в новом мире новой реальности очерчена до мелочей. Стратегические основы успешного будущего определены. Что не так, что таит в себе опасность, сравнимую с угрозой терроризма и фанатичного экстремизма. Все реформы у нас обеспечены финансированием. Выделяются триллионы тенге. Вместе с тем, только по выявленным счетным комитетам финансовых нарушений в прошлом году составили 160 миллиардов тенге. Омертвление государственных средств – это преступное деяние. Кто это делает? Где сидит пятая колонна внутри правительства? Специальную комиссию для рассмотрения фактов преступного халатного отношения к государственным средствам. Аппарату президента подключиться. Пятница, 3 февраля. Расширенное заседание правительства с участием главы государства. Президент дает министрам, акимам и всем, кто входит в состав структуры исполнительной ветви власти, поручения по исполнению пунктов своего послания народу и напоминает присутствующим о том, кто они и зачем они нужны государству. Государственные служащие. Служить государству, народу. Так давайте будем служить. Экономить каждую копейку государства. Бекерге шығармауға. Неужели я должен один этим заниматься? Вам дали бюджет? Вы должны думать, как сэкономить. Поручаю Генеральной прокуратуре, счетному комитету досконально проверить, как используются деньги. И как стало известно сегодня, на 57-м году жизни скончался председатель счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Козы-Корпеш Джанбурчин. Как сообщили редакции нашей программы в пресс-службе ведомства, это произошло ночью с 11 на 12 февраля. Причиной неожиданной смерти стала острая сердечная недостаточность. О десятках миллиардов выявленных неэффективно потраченных тенге в структурах квазигосударственного сектора экономики мы уже рассказывали на прошлой неделе. А на неделе нынешней глава государства принял в Аккорде генерального прокурора. Того самого, которому поручал вместе со счетным комитетом проверить эффективность расходования бюджетных денег в министерствах. В тех, на долю которых приходится большая часть расходов государственной казны в министерствах социального и образовательного блоков. На этой неделе президент дал председателю главного надзорного органа страны ряд поручений, таких, которые должны обеспечить беспрепятственное прохождение всех реформ, улучшить состояние безопасности в стране и многое другое. Жакып Асанов, в свою очередь, кроме отчета о текущей деятельности Генеральной прокуратуры, особо отметил. Далее приведу цитату официального сайта Аккорды: «Проводимые мероприятия по укреплению межгосударственных отношений в правоохранительной сфере, подготовки кадров в сфере борьбы с экономическими правонарушениями».
И вот очередное подтверждение укрепления межгосударственных отношений в правоохранительной сфере между Казахстаном и другими странами. На неделе стало известно о том, что лондонский суд не исключает возможности судить Ильяса Храпунова, которого подозревают в пособничестве своему тестю Мухтару Аблязову в сокрытии похищенных Аблязовым денег вкладчиков БТА банка. Тем же временем в Казахстане, но уже агентство по противодействию коррупции продолжает распутывать сложный клубок преступных схем, связанных с деятельностью беглого олигарха, и выявлять его сообщников. Впрочем, и кроме этого агентству есть чем заняться. По лжепредпринимательству мне докладывают, это большое зло, надо с ним бороться. Лжепредприниматель откуда появляется? Руслан Ильич, к сожалению, лжепредприятия используются должностными лицами при хищении для того, чтобы из бюджета украсть эти деньги. Вот с должностными лицами и работает, Работает. а не тех, кто бизнес ведет. О том, что Национальное бюро по противодействию коррупции работает, и работает в отношении не просто должностных лиц, а должностных лиц высокого ранга, председатель бюро Кайрат Кужамжаров публично заявил спустя 5 дней после расширенного заседания правительства с участием президента. Заявил о том, что и раньше с коррупцией боролись, но теперь бороться будут эффективнее, потому как теперь возможностей больше, чем прежде было, законодательных возможностей, появившихся благодаря работе плана нации. На самом деле неприкасаемых нет. Были разные этапы и разные методы, как мы старались бороться и снизить уровень коррупции. Но сейчас у нас появились новые инструменты. Новый закон, который мы, в принципе, активно с вами писали, приняли участие в его принятии. Новый закон, дающий новые инструменты для очищения от лишних, нечестных, некомпетентных, недобросовестных и неграмотных людей, начали активно использовать и в отечественной судебной системе. Требования по отбору судей, которые предъявляют людям, желающим надеть мантию, предусмотренные планом нации, ужесточены до предела. К примеру, на неделе каждый 6-й желающий стать судьей областного или районного уровня не смог пройти даже предварительный отбор для участия в конкурсе. Реформы правоохранительной сферы и плана нации в целом, программы развития, перераспределение полномочий президента между ветвями власти, третий этап модернизации страны и задачи стратегии Казахстан-2050. Все это и есть закономерные, логически продуманные механизмы претворения в жизнь идеи выхода на качественно новый этап развития страны, вхождение Казахстана в клуб 30 самых развитых государств планеты. Государств с самым высоким уровнем жизни и благосостояния граждан. Потенциал роста есть, и он значительный. Стратегический вектор таким образом заложен, приоритеты определены. Теперь нужно активно всем работать. Каждый руководитель несет персональную ответственность. Это не праздный вопрос. Нам поручено руководить этим государством. Народ поручил, чтобы рационально использовать деньги государства. Каждый из вас должны заниматься этим. Одним из основных локомотивов, тянущим страну в депо самых конкурентоспособных экономик мира, должен стать агропромышленный комплекс. Так говорится в послании главы государства. Думаю, не стоит никому рассказывать о потенциале Казахстана в этом секторе народного хозяйства, о том, что возможности нашей земли почти безграничные, что потребности человечества в продовольствии растут в геометрической прогрессии, что Казахстан вполне может стать глобальной кладовой продуктов питания. Но чтобы достичь этой цели, отдельным персонам, опять же, необходимо начать эффективно и, самое главное, честно работать. Агропромышленный комплекс. Потенциал этого сектора используется далеко не в полной мере. Объем производства по итогам прошлого года всего на 1,2% больше уровня 5-летней давности. И это несмотря на огромные средства, которые государство выделяет ежегодно на развитие аграрного сектора. На реализацию госпрограммы «Агробизнес-2020» на 13-16 год было выделено 640 миллиардов тенге. Тем не менее, в растениеводстве урожайность зерновых в весе после доработки не выросла.
13,5 центнеров га. Она даже ниже, чем уровень 2011 года. 16,9 центнеров га. До меня доходят, пишут заявление, что субсидии стали кормушкой для местных органов и тех компаний, которые берут эти деньги. Где берут эти деньги и кто субсидии на развитие сельского хозяйства в кормушку превратил? Что срочно начали делать в профильном ведомстве и его территориальных подразделениях после выхода в свет послания главы государства и критики президента в адрес исполнительных органов? Как аграрии, работающие непосредственно на земле, отреагировали на послание президента? Об этом прямо сейчас расскажут наши корреспонденты. Кенжебек Губашев только узнает все тонкости профессии фермера. Новое призвание требует полной самоотдачи, но к трудностям он готов. Знает, что вложенные силы и время окупятся. Тем более у него есть поддержка односельчан, которые вместе с ним, вступив в кооператив, стали еще и партнерами по агробизнесу. Помощь кооператива заключается еще и в том, что они помогут сбыть моих откормленных быков. Очень удобно и то, что они сами приедут, заберут крупнорогатый скот, сами взвесят и сразу же на руки выдадут деньги. Мне не нужно ни о чем волноваться. Для расширения собственного дела Кенжебек Губашев взял кредит на льготных условиях. Пока в его сарае насчитывается всего 22 годовалых бычка. Но это только начало пути. Фермеру есть на кого равняться. Если сложить весь скот соседей, то в селе Тандай можно насчитать порядка 3000 коров, 6000 овец и около 500 лошадей. С таким потенциалом создание кооператива было решением не просто взвешенным, а скорее необходимым для дальнейшего расширения. Мы зарегистрировались, и сейчас в нашем кооперативе состоят 25 участников. Есть заявление еще от 15 семей, которые тоже хотят стать частью общего дела. Мы хотим и дальше расширяться, а через месяца 3 наш скот будет готов отправиться в убойный пункт. Молодой кооператив уже заключил договор с районным пунктом по убою скота. Но это временно. Асхат Иманбаев уже планирует развить аграрную цепочку кооператива и открыть в селе Тандай собственный убойный цех и даже предприятие по переработке продукции. Как-никак, статус большого кооператива дает возможность взять льготный кредит от 4 до 16 миллионов тенге. Какие преференции получают фермерские хозяйства при создании кооперативов? Во-первых, возможность сбыта собственного товара по выгодной цене. Во-вторых, они получают весь перечень государственной поддержки, который ранее был недоступен. Например, при создании кооператива в молочном направлении. При покупке доильных аппаратов государством предусмотрены скидки на оборудование до 50%. Небывалые преференции уже дали результат. На сегодняшний день в Казахстане созданы 157 кооперативов, которые оказывают услуги 15 тысячам личных подсобных хозяйств, на базе которых работают больше 100 молокоприемных пунктов и 7 тысяч семейных откормочных площадок. В текущем году количество создаваемых сельхозкооперативов увеличится вдвое. В целом, в предстоящие 5 лет услугами кооператива будет охвачено, я как сказал, 500 000 ЛПХ и мелких хозяйств. Президент Нурсултан Назарбаев не случайно делает серьезный акцент на создание кооперативов, так как именно этот сегмент станет прочной основой для последующих изменений во всей структуре агропромышленного комплекса. В своем послании народу глава государства четко обозначил 6 шагов развития отечественного АПК. Укрупняя фермы, обеспечивая преференциями для улучшения их инфраструктуры и технического оснащения, повышается уровень произведенной продукции, будь то мясо, молоко или пшеница. Хотя Не только пшеница, и надо все-таки внимание обращать на экспорт масличных культур. Если в этом году мы отсеемся порядка 200 тысяч гектаров чечевицы, то Казахстан займет 5-е место в мире по посевам чечевицы и по экспорту на 4-е место в мире. Сегодня Канада производит самый большой объем чечевицы, из них 60% он экспортирует такие страны, как Индия и Пакистан. Для нас логистика лучше, чем с Канадой, поэтому это мы считаем одно из перспективных направлений, даже перспективнее намного, чем экспорт пшеницы и ячменя. При этом, согласно посланию главы государства, перед профильным ведомством стоит задача повысить эффективность использования земли. То есть в течение ближайших 5 лет увеличить площадь орошаемых земель на 40% или до 2 миллионов гектар. Возможно, именно поэтому сегодня к казахстанскому экспортному продукту номер 1, к пшенице, пересматривают все подходы. С
2011 года уже произошло сокращение посевных площадей на 2 миллиона гектаров. Так, в Минсельхозе хотят научиться получать с меньших площадей большее количество зерна. Но пока, видимо, найти формулу агроуспеха не удается. Несмотря на огромные средства, которые государство выделяет ежегодно на развитие аграрного сектора. На реализацию госпрограммы «Агробизнес-2020» на 13-16 год было выделено 640 миллиардов тенге. Тем не менее, в растениеводстве урожайность зерновых в весе после доработки не выросла. 13,5 центнеров с га. Она даже ниже, чем уровень 2011 года. 16,9 центнеров с га. В целом, на зерновом рынке есть и другие системные недочеты, которые необходимо срочно исправлять. До меня доходят, пишут заявления, что субсидии стали кормушкой для местных органов и тех компаний, которые берут эти деньги. Не используются рационально. Кто следит за этими деньгами? Генеральной прокуратуре и Счетному комитету поручено разобраться с теневыми махинациями, образовавшимися вокруг сельхозсубсидирования. Ведь речь идет о колоссальных суммах. Результаты проверки не заставили себя долго ждать. В Восточно-Казахстанской области через подставные аграрные кооперативы оформляли кредиты якобы на введение сельского хозяйства. Только предварительно установленная сумма составила 1 миллиард тенге. Схема работала 8 лет. За этот период на несуществующие сельхозпредприятия были оформлены 700 государственных займов. По результатам расследования следствие установит, кто, какая роль, в зависимости от этого уже будет суд решать, соответственно, о наказании. И, естественно, основная задача – вернуть бюджетные средства государству. В свою очередь, после прямой критики президента, прозвучавшей на прошлой неделе во время расширенного заседания правительства, Министерство сельского хозяйства тут же заявило о том, что работает над разработкой нового метода распределения субсидий. Ибо обо всех новшествах журналистам рассказал вице-министр Кайрат Айтуганов. Для решения поставленной главой государства задач Министерством сельского хозяйства предусмотрена первая задача – пересмотреть принципы субсидий. Надо сказать, что новые правила находятся сегодня в разработке и в ближайшее время будут приняты. И новые подходы в субсидирование. Мы исключаем 11 видов неэффективных субсидий и вносятся изменения в нормативы 35 видов субсидий. Результат от изменения распределения субсидий при том же объеме бюджета охват производителями мерами государственной поддержки увеличится в 7,5 раз. С 67 до 500 тысяч. Прежде всего за счет мелких хозяйств и кооперативов. Но не всем так легко отказаться от привычек, то есть субсидий, и принять жесткие правила рынка, где в плюсе остается только самый конкурентоспособный. Средняя затраты на гектар 35 тысяч, то продавая, скажем, минимум по 40 тысяч, мы еле-еле выживаем, развиваться мы уже не можем. Улучшение системы транспортировки товаров тоже один из пунктов послания. Реализация этого поручения главы государства серьезно поможет мукомолам всей страны, поскольку услуги на перевозку готовой продукции по железной дороге дорожают из года в год. Только за последние 5 лет расходы небольшой мельницы в Кустанайской области на транспортировку выросли на 172%. Всему виной появление на пути мукомолов нового звена – железнодорожной компании-посредника, которая арендует вагоны у национального перевозчика и берет с предпринимателей деньги за субаренду этих же вагонов. Я не буду утверждать, куда эти деньги уходят, но это лишнее звено. Подобные барьеры усложняют развитие отечественного агропромышленного комплекса, при том, что правительство предпринимает беспрецедентные шаги для того, чтобы казахстанские товары появлялись не только на отечественных прилавках, но и в магазинах за границей. Казахстан привлекателен тем, что все-таки у нас, мы, наверное, добьемся все-таки поставки на внешний рынок экологически чистых продуктов. Будет модернизация, будет совершенствование нашего АПК. Вот, по всем направлениям это будет работа в области потребительского рынка, это будет производство и переработка современная, это внедрение технологических наших возможностей. Экологически чистый продукт – это то, что может стать визитной карточкой нашей страны. И агропромышленный комплекс отныне будет перестраиваться и работать на конечную цель – увеличение объема экспорта готовых товаров на 40%. Чтобы бренд Made in Kazakhstan
был узнаваемым везде. И это не амбициозная миссия АПК. Нет, это новый рыночный вызов. Артем Петров, Зарина Ахмеджанова, Сакен Сейтханулы, Арыстанбек Кенже, Игорь Нидерер, ЖТК. Очень большой раздел послания президента касается социальной поддержки граждан. Что будет сделано в этой сфере для реализации всех поручений Нурсултана Назарбаева? Сегодня поговорим с министром труда и социальной защиты населения Тамарой Дуйсеновой. Тамара Касымовна, здравствуйте. Добрый вечер. Третья модернизация Казахстана в корне изменит подходы к оказанию социальной помощи, в том числе и системы начисления пенсий. Предлагаю начать разговор с этого. Итак, что мы имеем сегодня в этой сфере? Сегодня базовая пенсионная выплата назначается всем гражданам Казахстана, независимо от их трудового стажа и заработной платы. А по поручению, с 1 июля 2018 года базовая пенсия будет назначаться в зависимости от стажа работы каждого гражданина. То есть насколько больше стаж работы, настолько и будет больше базовая пенсия. Например, если человек имеет стаж до 10 лет, то тогда, его размер будет составлять 50% от прожиточного минимума. Это сегодняшняя базовая пенсия. А если человек, имеет стаж 20 лет, то, размер его пенсии увеличивается до 70% от прожиточного минимума. А если у человека стаж больше 33 лет, то они будут получать 100% размер величины прожиточного минимума. И, таких людей, которые имеют больше 30 лет стажа, у нас сегодня очень много. Изменения, о которых вы сказали, они коснутся всех пенсионеров или только тех, кто достигнет пенсионного возраста до 2018 года? Эти изменения коснутся всех состоявшихся пенсионеров, то есть 2 миллионов, которые сегодня получают базовую пенсию, и всех тех, которые будут выходить, начиная с 2018 года. Поэтому в бюджете на следующий год только на второе полугодие с 1 июля предусмотрено уже 147 миллиардов тенге. То есть деньги уже заложены, предусмотрены. Угу. А как будет учитываться трудовой стаж? До 1998 года, как сейчас, или с учетом работы после этой даты? Если у граждан имеется стаж работы до 1998 года, это будет учитываться. Это особенно касается наших состоявшихся пенсионеров. И если у них имеется стаж и после 1998 года, то в этом случае нам достаточно информации о периоде отчисления их 10% взносов в накопительную пенсионную систему. И плюс я здесь хотела, Александр, остановить то, что на этот стаж еще зачисляется период по уходу за ребенком у матери до 3 лет ребенка и период ухода за ребенком-инвалидом до 16 лет тоже. Вот это с какого периода, с какого года будет считаться? Это, мы считаем с 1 июля 2018 года, но до этого, если женщины имели такой стаж работы, и это зафиксировано в наших отделах социальной защиты на местах, то этот стаж уже будет засчитываться при назначении в базовой пенсии с 1 июля 2018 года. Ну, например, женщина непрерывно находилась в декрете, скажем, с 2007 года. Угу. Это посчитается по новой системе? Да, по 3 года, по уходу за ребенком 3 года будет считаться. То есть обратную силу уже закон будет иметь. Каким образом, в соответствии с поручением главы государства, которое он обозначил в своем послании не так давно, будет определяться величина прожиточного минимума? Мы знаем, что это такой базовый показатель, от которого исходят все остальные начисления. Так вот, в чем заключается принципиальное отличие нового подхода от старого? Величина прожиточного минимума, она, по поручению главы государства, будет определяться в зависимости от реальных потребительских расходов населения. То есть с учетом изменения социально-экономического уровня страны меняется структура потребления населения. И это, сразу же повышает величину прожиточного минимума до 16% с 1 января 2018 года. Как вы сказали, да, этот показатель является базовым, исходя из которого мы считаем базовую пенсионную выплату, пособие по инвалидности, пособие по потере кормильца. И в связи с только изменением методики прожиточного минимума будут повышены размеры пенсии и пособий 3 миллионов человек с 1 января 2018 года. Еще один важный пункт социальной поддержки – это адресная социальная помощь. Адресная социальная помощь. Каждая семья
получает, значит, в зависимости от дохода, и она дифференцирована, она не одинаковая по всей стране. Сейчас, значит, по поручению главы государства мы рассматриваем, значит, внедрение нового формата АСП, то есть адресно-социальной помощи, где объединяются 3 вида пособий в одно пособие, и размер этого пособия будет выше, чем все эти 3 вида пособий, которые ранее получали. Объединение с чем связано? Во-первых, все размеры этих пособий, они очень маленькие, то есть они не дают возможности выхода из бедности этой семьи. И второе, 3 вида пособия выплачивают 3 госоргана. И к 3 госорганам человек должен нести свои документы, и еще ежеквартально представлять справку о доходах, изменилось это или не изменилось. В этой связи теперь человек с учетом одного пособия будет обращаться только в один орган и будет представлять один пакет только документов. Это вот первое из того, что меняется в механизме назначения. А второе, кому мы его будем представлять? Значит, если семья состоит только из числа, например, лиц с ограниченными возможностями, или же семья, значит, не имеет трудоспособных членов семьи, то для них это, безусловно, будет представляемая адресно-социальная помощь. А если семья имеет трудоспособных членов семьи, которым будут предлагаться, значит, в рамках программы занятости обучение бесплатное, со стипендией и с одноразовым горячим питанием, или же, значит, ему будет представляться кредит для открытия собственного дела, или же социальные рабочие места, в этом случае семья будет получать адресную-социальную помощь и такую же поддержку. Но если трудоспособные члены откажутся от всех этих государственных поддержек в рамках госпрограммы нашей занятости населения, то в этом случае АСП, адресная-социальная помощь, выплачивается только детям, трудоспособные члены, значит, не будут вовлечены, или же им не будет назначаться в адресно-социальную помощь. То есть это будет стимулировать людей работать, брать кредиты, развивать свое дело, заниматься бизнесом? Да, вообще занятость – это самая основная социальная поддержка. Что в итоге, каким образом, есть ли какие-то прогнозы, как повысится уровень благосостояния населения? Если вы обратили внимание, мы все время исходили из того, что пенсия будет больше выплачиваться, если больше трудового стажа. Адресная социальная помощь выплачивается даже семьями, имеющим трудоспособных членов семьи, если они будут участвовать в программе занятости. То есть мы на первый план ставим вопрос занятости. И, значит, если человек работает, если человек будет, значит, получать заработную плату и будет отчислять, то у него, соответственно, значит, будет обеспечена и старость. Будет повышена, соответственно, он будет получать адекватный уровень пенсионного выплаты. Ну что ж, спасибо вам большое, Тамара Касымовна, за то, что нашли время прийти, ответить на наши вопросы. Всегда рады видеть вас в студии программы. Спасибо большое. До свидания. Напомню, сегодня на вопросы редакции отвечала министр труда и социальной защиты населения Казахстана Тамара Дуйсенова. Впрочем, к установкам послания главы государства сегодня приковано внимание всего Кабинета министров. Тема технологического перерождения экономики, производственных и всех других процессов, происходящих в государстве, как основная идея 3-й стадии модернизации, на контроле первых руководителей всех ветвей власти. С научно-инновационным потенциалом ведущего вуза страны Назарбаев университета на неделе ознакомился премьер-министр. Бахыджан Сагентаев осмотрел учебные лаборатории и экспериментальные площадки, где обучаются студенты, интеллекту которых и предстоит сотворить технологическую модернизацию. А уже в Алматы премьер-министр посетил свободную экономическую зону парк информационных технологий Алатау, где запускается уникальный центр обучения редких специалистов информационно-технического профиля. Такое оборудование, как здесь, есть только в 4 странах мира. На личном контроле вопросы технологической модернизации держит и Нурсултан Назарбаев. В минувшую пятницу глава государства провел в Астане специальное совещание, и вот что по его итогам сказал президент Казахстана. Первый приоритет – ускоренная технологическая модернизация. Мы должны культивировать новые индустрии, применение цифровых технологий, чем мы раньше не занимались. Для производительности труда должна быть модернизация предприятий, автоматизация, роботизация, искусственный интеллект, большие данные и другие вещи. Вот я пригласил вас поговорить, поделиться, каким образом
мы это будем осуществлять, и где ростки, как эти ростки вырастить, чтобы это стало необходимым нам, и как внедрить в производство. А вот населению страны о поставленных в послании президента задачах рассказывают депутаты парламента. Для этого весь депутатский корпус отправился в поездки по регионам, чтобы донести суть стратегического обращения главы государства к народу до максимального количества граждан Казахстана. Сегодняшние встречи в Алматинской области показывают, что жители региона, как и все граждане нашей страны, поддерживают как проект конституционной реформы, так и масштабную программу экономической и социальной модернизации Казахстана. Ну а пока представители двух ветвей власти, которым предстоит разделить между собой часть полномочий главы государства, которые глава государства готов распределить между правительством и парламентом, приступают к реализации установок послания и занимаются разъяснением его сути населению, само население осваивает новый формат диалога народа и власти. Законы, принятые согласно плану нации, вывели на совершенно новый уровень такую форму общественно-политической жизни в сельской глубинке, как местное самоуправление. Иначе говоря, акимы теперь во многом не могут в одиночку решать, на что потратить бюджетные деньги. Дорогу ли отремонтировать или сельский клуб восстановить, а может, в первую очередь колодцы необходимо почистить или все же начать со строительства детского сада, например. Теперь в принятии подобного рода решений имеет право участвовать народ по закону. Пока еще не везде, конечно, население знает, что без их ведома принимать важные решения по расходованию денег из бюджета акимы не имеют права, и не везде население проявляет соответствующую активность. Но все же гражданское самосознание постепенно эволюционирует. Как это происходит на примерах отдельных сел и районов, расскажет Зарина Ахмеджанова. Две бродячие собаки. Понимаете, две бродячие собаки. На детей кидаются. Боимся отстреливать. Тот раз одного отстреливали, на суд пошли. Да. Собак очень много. И дети прям в буквальном смысле слова не могут ходить в школу. Они все неравнодушны к происходящему, даже к таким, казалось бы, внутренним бытовым проблемам, как бродячие собаки. Поэтому самые острые, пусть даже мелкие вопросы обсуждаются на высоком, по местным меркам, уровне. С одной стороны, сельские старожилы и активисты, а с другой – аким сельского округа. Хотя делить их кто по какую сторону неправильно. Здесь они все работают как одна команда ради общего блага. Я хотела посоветоваться, пользуясь случаем, что вы все-таки пришли. Мы запланировали на 2017 год на корт возле Бозайгарской средней школы, чтобы каждый год заливать. Потом мы его запланировали на ямочный ремонт дороги Тунгерес-Бозайгар. Вот это? 2 миллиона. Представители местного сообщества вооружены блокнотами и ручками. Каждый ведет своего рода протокол встречи. Слова акима Гульнар Умаровой записано в заметках, что нужно сделать в ближайший год. Так, ни один тенге, поступивший на так называемый контрольный счет наличностей, не ускользнет от народного контроля. Мы раньше, допустим, не знали, что какие-то деньги, какие-то средства поступают в акимат на счет. Мы об этом тоже не знали. А сейчас комиссия сообщества решает о распределении этих средств. Это очень хорошо. С развитием местного самоуправления сельчане имеют право знать все о бюджете населенного пункта и участвовать в распределении поступивших на специальный счет денег, предназначенных для благоустройства поселка. В 2016 году на этом счету было порядка 600 тысяч тенге. Сумма хотя и небольшая, но помогла решить некоторые задачи, причем в короткие сроки. Я вот недавно вспоминала, 100 тысяч тенге мне всего лишь надо было на ремонт. Вот 3 года назад я бы делала заявку, ждала бы, потом его включили в план, потом его выделили бы там через год, через полгода за счет экономии. Вот такой процесс был бы. Процесс финансирования сел стал меняться относительно недавно, при этом новшества вводились постепенно. Первый этап развития местного самоуправления пришелся на 2012-2014 годы, второй с 2015 по 2020 годы. За это время было много чего сделано. Сельские акиматы, например, в виде источника финансирования стали передаваться поступления сразу от 6 видов налогов, которые заплатили жители этих же сел. Индивидуальный подоходный, земельный,
земельные и транспортные. Одним словом, за что платит население налоги, на то они и тратятся, возвращаясь обратно. До 2014 года аким сельского округа и местное население никакого отношения не имело к процессу распределения средств. Почему? Потому что эти налоги уходили в районный бюджет, там они растворялись, естественно. Да? У акима района много проблем, за реализацию которых он отвечает. И, естественно, они возвращались, но каждый округ получал, так сказать, по-своему, как считал необходимым аким района. Качество субвенций они возвращаются, где-то меньше, где-то больше, но тем не менее вот само население местное, оно было в стороне от этого процесса. Теперь вот суть нововведения заключается в том, что вы живете на этом округе, и вы знаете, что ваши налоги, они идут на развитие этого конкретно сельского округа. Гульнар Умарова с сельским акимом работает последние 10 лет. Признается, что теперь гораздо проще решать не только насущные проблемы, как, например, уборка снега зимой или урожая осенью, но и такие, финансирование которых заранее не спланируешь. Родитель у меня обратилась и сказала, вот у меня нету, я хочу ребенку диагностику сделать, чтобы оформить на инвалидность, вот мне на анализ нужны деньги. Я собрала местное сообщество и поставила, вот ребенку надо нам 20 тысяч, вот эти 20 тысяч давайте выделим. Одно из первых решений местного сообщества тоже касалось жизни детей. Для их безопасности в селе Бозайгар напротив школы установили дорожные знаки, ограничив движение автомобилей. Но с введением местного, то есть 4-го уровня бюджета в 2018 году аким села сможет решать еще более глобальные задачи. Финансовая независимость и в целом расширение полномочий сельских акиматов несет в себе как и очевидные плюсы, так и серьезные риски. Поэтому у входа в акимат для сотрудников висит памятка, где ясно написано: не путать государственные средства с собственным карманом. Чиновник должен жить, не боясь вопроса, на что живешь. Именно об этом, о коррупционной составляющей, не так давно говорили и в Мажилисе парламента страны. Тогда спикер палаты подчеркнул, что именно сейчас, как никогда прежде, важно обучить сельских акимов грамотному управлению бюджетом. Почти 2500 акимов, которым в один день, извините меня, с неба в руки только финансов упадет, как вы цифру назвали, свыше 110 миллиардов тенге. Помимо этого, есть еще у них теперь функция управления коммунальной собственностью. Если они будут не в состоянии пользоваться этим инструментарием, в лучшем случае мы с вами столкнемся с нерациональным использованием средств. А в худшем, акимы этих поселков, сельских округов могут стать потенциальными клиентами антикоррупционной службы из-за своей неподготовленности. Вы понимаете, к чему толкаем? Мы должны получить подготовленных акимов, а не потенциальных клиентов антикоррупционного ведомства. Дефицит кадров, особенно отсутствие юриста, беспокоит и акима Гульнар Умарову. Она понимает, что расширение функций увеличивает и ответственность. Нужно разбираться во всех правовых нюансах. Но пока за благосостояние 3 сел и почти 5000 человек отвечает сельский акимат всего из 5 специалистов. Такую же проблему со штатом испытывают и в Южно-Казахстанской области. С поступлением большой суммы и с необходимостью освоения этих средств в аппарат акимата нужны дополнительно бухгалтер и налоговый инспектор, потому что в сельском округе зарегистрированы 1675 налогоплательщиков, и нам нужно работать с их налоговыми счетами. Объем обязательств у нас увеличивается. Сельский округ Шарбулак преуспевает во многом. Только инвестиций в прошлом году было привлечено больше 800 миллионов тенге. При этом масло и мясо здесь производят местные предприятия. Работают с десяток сельхозкооперативов, развит малый и средний бизнес. От этого и налоговые поступления серьезные. 2 миллиона тенге за 2016 год. На какие нужды направить средства, решал Совет Аксакалов.
Проблема, которую мы хотим решить на селе, это дороги, тротуары и вопросы освещения улиц. Вдоль улиц мы уже установили солнечные панели, но этот вариант нам не очень подходит, потому что аккумуляторы быстро садятся. Сейчас решаем проблему так, чтобы свет на улице был постоянно. Прежде чем трансформировать действующую систему, разработчики законопроекта изучали европейский опыт. Аналогичная модель хорошо зарекомендовала себя и в Польше. Поэтому депутат Мажилиса парламента Шавкат Утемисов уверен, что в Казахстане выбран верный путь административного развития. Когда мы говорим об этом законопроекте, то он разработан в целях реализации национального плана действий, 100 конкретных шагов и конкретно 98-го шага, который как раз и прописывает необходимость создания бюджета на местном уровне. А это все делается в развитии концепции развития местного самоуправления. В 2018 году распоряжаться собственным бюджетом сможет население городов районного значения, сел, поселков и сельских округов, но с условием, что численность жителей будет не ниже 2000 человек. А уже в 2020-м новая бюджетная модель начнет работать повсеместно. То есть казахстанцы получат возможность самостоятельно решать, на какие именно цели необходимо тратить деньги местных бюджетов, то есть народные деньги. Зарина Ахмеджанова, Марат Таубаев, Нурбек Байбосын, Жетукун. Развитие местного самоуправления предполагает не просто участие граждан в распределении финансовых потоков и принятии важных решений, но и существенно повышает ответственность акимов непосредственно перед населением. Ведь население теперь, в случае чего, может поставить вопрос об уровне компетенции акима. Очень похожий механизм взаимоотношений, но уже на уровне высшей исполнительной и высшей представительной ветвей власти должен заработать после того, как произойдет перераспределение несвойственных главе государства полномочий между правительством и парламентом. Избранный народом парламент, если ему не понравится, как будет работать правительство, сможет ставить вопрос об отставке большей части министров, отчего министры будут нести на себе большее бремя ответственности перед депутатами парламента и его избирателями. Возможно, тогда главе государства не придется отчитывать министров таким вот образом. Нет, над вами надо начальник, чтобы бумаги кидать, ответственность с себя убирать. Я скажу, мы это уберем. Напомню, комиссия, разрабатывающая концепцию перераспределения президентских полномочий между правительством и парламентом, продолжает свою работу. К минувшей пятнице эксперты приняли от граждан уже около 500 предложений, которые продолжают поступать в ходе всенародного обсуждения поправок в Конституцию. В обществе идет активная дискуссия практически по всем положениям конституционной реформы. Следует отметить, что на всенародное обсуждение вынесен лишь проект конституционной реформы. По итогам обсуждения он может быть изменен. Предложения, выражающие мнение широких слоев казахстанского общества, могут быть приняты. Подводя итоги уходящей недели, просто нельзя обойти стороной окончания очень значимого для Казахстана события – 28-й зимней универсиады в Алматы. Эти грандиозные спортивные игры стали не просто во многом рекордными и победоносными для национальной сборной нашей страны, но и доказали всему миру, что Казахстан в состоянии успешно проводить спортивные мероприятия по своим масштабам, уступающие только Олимпийским играм. Марат Токмагамбет следил за универсиадой от первого и до последнего дня соревнований и прямо сейчас подведет итоги. Так завершалась универсиада. Так чествовали главных ее героев. Впервые в Казахстан прибыли делегации спортсменов сразу из 57 стран. А рейтинг прямых трансляций соревновательных игр зашкаливал за сотни миллионов просмотров. Ведь за универсиадой следили болельщики со всего мира. Спорт дает бесценный опыт. Алматы справился с таким мероприятием, как Всемирная универсиада. Вместе мы делаем одно большое дело во благо нашей молодежи. Тысячи алматинцев сегодня приветствуют мировой спорт, и я уверен, что будущее Алматы и Казахстана светлое. Происходящее сейчас останется наследием на долгие десятилетия. Столица следующих студенческих игр, российский Красноярск, представила свою визитную карточку. Универсиада в Алматы уже в истории. Никогда ранее на студенческих
Олимпийские игры не приезжало такого количества спортсменов. Порядка 2000 атлетов со всего мира. Никогда ранее по итогам игр у Казахстана не было такого количества медалей. Первое место в общекомандном зачете у России. Эта сборная еще накануне стала недосягаемой в медальном рейтинге. Казахстан гарантировал себе второе место за день до окончания универсиады, оставив позади Южную Корею, которая расположилась на третьей строчке общекомандного рейтинга. На счету наших спортсменов 11 золотых, 8 серебряных и 17 бронзовых медалей. Достойные результаты отметил лично президент Нурсултан Назарбаев, с чем и поздравил национальную сборную. Второе общекомандное место Казахстана, завоеванное вами в упорной борьбе, это высокий престиж страны, показатель развития массового спорта. Вы продемонстрировали высший уровень подготовки, стремление и волю к победе, еще раз подтвердив славу казахстанской спортивной школы. Универсиада 2017 стала поистине настоящим праздником спорта для всех казахстанцев. Победы наших спортсменов должны стать хорошим стимулом для развития зимних видов спорта, примером для следующего поколения. Настоящими звездами универсиады стали несколько казахстанских спортсменов. Лидер сборной по биатлону, 23-летняя Галина Вишневская, завоевала сразу 2 золотые медали. Ее достижения повторили наши фристайлисты Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерт. А вот наша лыжница, студентка из Павлодара Анна Шевченко, завоевала сразу 5 медалей универсиады. В ее активе 1 золотая, 1 серебряная и 3 бронзовые награды. Погода очень сложная, опять же, горы они непредсказуемые, девчонки очень сильные. И, на что готова, то и показала. Я не скажу, что я расстроена, я очень довольна. Для участия в универсиаде в Алматы в сборную Казахстана был включен 171 спортсмен, в числе которых призер Олимпиады в Сочи, призеры чемпионатов мира, победители этапов Кубка мира. Но самыми эффектными были фристайлисты, биатлонисты и лыжники. Из 11 золотых медалей на их счету 10. Все-таки конкуренция здесь тоже не слабая. Спасибо всем болельщикам. У нас болельщики самые суперские. Спасибо. К слову, Казахстан – единственная страна, которая присудила призовые за медали универсиады. Все остальные страны пообещали своим студентам повышенную стипендию. Для казахстанских хоккеистов в финале финансовая сторона не имела принципиального значения. Соперник – сборная России. В финале универсиады 2-летней давности была точно такая же встреча, где Россия вырвала победу. На этот раз, как и ожидалось, на трибунах не было ни одного свободного места, а интрига в поединке сохранилась до финальной сирены. Итоговый счет 0-1 в пользу гостей. У Казахстана серебряные медали. Есть ощущение пустоты. Мы могли выиграть, всю игру старались, но не получилось. Будем дальше работать, постараемся следующий выиграть. Спасибо большое болельщикам. Подбадривали каждую минуту, чувствовалась поддержка. Старались все, ради них выкладывались на этой универсиаде. Спасибо всем. По данным Акимата Алматы, в период проведения игр город посетили больше 32 тысяч иностранцев. Универсиада вызвала небывалый интерес и у местного населения. Бесперебойную работу игр обеспечивали около 3000 волонтеров, 100 из них – иностранцы. Лора Лауден – необычный доброволец. Для того, чтобы бесплатно помочь организаторам, женщина прилетела из Америки. Через месяц ей исполнится 71 год. Универсиада – это еще особый вид чемпионатов. Я их так называю, все чемпионаты, потому что тут молодежь, совсем молодые. Все счастливы кругом, все хохочут, все смеются. Это вот я уеду отсюда с таким зарядом бодрости, это еще на год хватит. Символично, что именно волонтеры своим выступлением завершали церемонию закрытия. Далее оставалось только погасить огонь универсиады. Игры позади, но остались спортивные объекты, инфраструктура и осознание того, что универсиада состоялась достойно. Марат Токмагамбет, Батырбек Гадельбеков, Житакун. Очень важная деталь. 28-я универсиада в Алматы стала одной из самых малозатратных за всю многолетнюю историю всемирных игр студенческого спорта, что, впрочем, объяснимо. Часть спортивной инфраструктуры и объектов этих игр уже были готовы, их не пришлось возводить с нуля. Они остались после проведения 7-х азиатских игр 2011 года. Сэкономить также удалось и благодаря принятым нестандартным решениям, которые будут приносить пользу Алматы еще не один
десяток лет. Ну а тем временем разработкой и внедрением нестандартных подходов к своей работе сейчас занимаются и в Фонде национального благосостояния Самрук-Казына. Гигантский и порой неповоротливый холдинг, представляющий собой множество национальных компаний с разветвленной сетью дочерних организаций, что неоднократно вызывало критику главы государства, сейчас пытается избавиться от непрофильных активов, выставлять свои акции на народные торги, сокращать количество ненужных структур. Ну а пока топ-менеджеры холдинга над всем этим работают, рядовые сотрудники внедряют собственные способы экономии времени и средств. Что из этого получается, на неделе узнал Руслан Идрисов. Новые подходы, усовершенствованные стратегии, разработанные программы и механизмы – все это помножено на нестандартное мышление сотрудников и топ-менеджеров. Все то, чего требует время. Компании фонда Самрук-Казына к трансформации больше не привыкают. Ее теперь воплощают в жизнь. И достаточно успешно. Всегда изменения достаточно сложные, болезненно проходят для компании. Приходится там проводить целый комплекс работ по изменениям, по донесению каждому сотруднику вообще необходимости этих изменений в целом. Это сегодня Заманбек Шапанов разъясняет коллегам необходимость трансформации. Еще пару лет назад и сам пытался понять, для чего все это и какой эффект получится. В результате возглавил проектную группу, где создали совершенно новый подход к управлению производственными активами главного железнодорожного гиганта страны. Чтобы было понятно, производственные активы – это станции, ЖД-пути, линии электропередач, также вагоны и локомотивы. Все они должны работать бесперебойно, оставаться надежными, безопасными, а главное – рентабельными. Потому информация о каждом объекте теперь собирается в единую систему мониторинга. Проследить периодичность текущего и капитального ремонта, возможности износа и состояние активов можно теперь оперативнее, а решения будут приниматься более эффективные. Вложения пойдут исключительно туда, где они требуются, а простое, вышедших из строя активов не будет просто потому, что работают здесь теперь на опережение. За 5 ближайших лет новый подход к управлению поможет сэкономить порядка 14 миллиардов тенге. А вот в компании «Самрук-Энерго» уже сегодня есть чем похвастаться. Почти 4,5 миллиардов тенге в прошлом году здесь сохранили благодаря уникальному для отечественного рынка проекту. В компании разработали механизм по выявлению товарно-материальных ценностей всех дочерних организаций. Цель – выявить остатки материалов, оставшихся после реализации крупных проектов, и вовлечь их в производство. И главное – свести к минимуму скопления материалов на складах и исключить замораживание денег в запасах. Во время инвентаризации здесь уже выявили неиспользуемые материалы почти на 7,5 миллиардов тенге. Материалы, которые мы думаем использовать в других инвестиционных проектах, либо в производственной деятельности наших предприятий. Их доля составила порядка 7 миллиардов тенге. Вторая группа материалов – это материалы, также пригодные к дальнейшему использованию, но отсутствует надобность в их использовании на наших предприятиях в будущем. Соответственно, они подлежат реализации. Их доля составляет порядка 285 миллионов тенге. В Казатомпроме тем временем внедрили новую стратегию управления закупками. Ее главным критерием стала опция совокупной стоимости владения. Простыми словами, выбирают здесь теперь не самый дешевый товар по первоначальной цене, а самый выгодный с точки зрения расходов на эксплуатацию и содержание. К примеру, у нас есть в урановой компании применяются насосы. И на рынке могут быть представлены несколько видов насосов, от дорогих и самых дешевых. По действующей системе закупок, когда основным критерием является цена, высока была вероятность выбора дешевого насоса, который впоследствии приносил дополнительные затраты. По причине частых поломок, частого планового ремонта. К тому же новый механизм помогает экономить на масштабных закупках для всей группы компаний по всей стране. К примеру, расходы на электроэнергию и ГСМ уже сократились. Сэкономлено 310 миллионов тенге. В этом году этот показатель должен вырасти до 1 миллиарда. Все дело в том, что дочерние предприятия больше не работают с разными поставщиками. Он определяется один для всех, получает увеличенный в объемах заказ, и это тоже приносит прибыль как для поставщиков, так и для нацкомпании.
А это интегрированная система бизнес-планирования. Программу запустили в начале этого года. Она обрабатывает огромный массив данных в самые короткие сроки и помогает выбрать эффективный вариант бизнес-процессов и выгодное решение в производстве, при этом к минимуму сводя все риски. Было предложено более рациональное использование электрооборудования, что может привести до 2 миллионов киловатт экономии в год, или там в денежном выражении это составляет 30 миллионов тенге в год. Только по одному цеху. И если такой метод тиражировать на весь холдинг, да, и на все виды оборудования, это может привести значительной оптимизации расходов. А менеджеры, пожалуй, самой народной компании фонда АО «Казпочта» продолжают модернизировать сервис, делая все для повышения оперативности и надежности. Здесь внедрили проект по бережливому производству, изучив все бизнес-процессы во всех отделениях страны. Разработанный проект поможет исключить неоправданные манипуляции, сократить время обработки и доставки заказа, а главное – улучшит эффективность самих сотрудников Казпочты. Выгода здесь и для клиентов, и для компании, и для персонала. Сами процессы мы выстроили непосредственно самими сортировщиками. То есть сортировщики сами нам показывали, что можно оптимизировать, потому что лучше них процесс сортировки не может сдать никто. У них возникла мотивация стать лучшим сортировщиком, показать лучшее место работы. Они заинтересованы в том, чтобы показать свою эффективность и повлиять на эффективность компании в целом. В самом фонде, вдохновленные трансформацией, менеджеры разработали проект управления крупными инвестиционными проектами. Здесь, как нам объяснили, важно выработать единый алгоритм для всей группы компаний. Внедряя масштабный проект, теперь не нужно привлекать внешних экспертов. Здесь создают единый механизм, который будет доступен для всех портфельных компаний с четко расписанным планом действий для эффективного внедрения любого крупного проекта. К тому же в каждой национальной компании будет создан офис управления портфелем проектов, состоящий из числа высококлассных профессионалов, своего рода десант, который будет отвечать за инициирование, реализацию и сопровождение новых инвестпроектов на местах. Даже имея на руках методологию, да, и инструменты, то есть люди должны еще знать, как ими на самом деле пользоваться. И вот эти люди, которые десанты, о которых я сказал, они вот и являются теми носителями уникальных знаний и компетенций, которые передадут эти, скажем так, знания тем людям, которые вот еще пока не сталкивались с лучшими практиками, которые применяются в ведущих международных корпорациях. Применяя данные методы, да, управления, то есть, соответственно, люди начнут по-другому мыслить. Вот, они уже будут больше ориентироваться на коммерческий успех проекта. За время трансформации в 6 портфельных компаниях фонда усовершенствовали стратегии развития, усилили состав советов директоров и оптимизировали организационные структуры. Компании сегодня готовы ко всем вызовам новой реальности, но работать все же нужно на опережение, потому даже с учетом первых хороших результатов это лишь начало масштабной трансформации. Большинство проектов компаний фонда по-настоящему уникальны. Несмотря на изученный мировой опыт, здесь разработали проекты, адаптированные под казахстанский рынок, чтобы наверняка. А в этом списке и проектов, и механизмов работы скрываются большие деньги, сэкономленные благодаря упорному труду огромного коллектива. Часть сэкономленных активов реальная, как результат работы за прошлый год, другая часть прогнозируемая. И несмотря на глобальную автоматизацию процессов, главным ресурсом фонда Самрук-Казына остаются люди. Здесь не устают повторять: машины не заменяют людей. Нет, они лишь упрощают процессы, чтобы и мы с вами в том числе видели результаты эффективной работы менеджеров фонда национального благосостояния нашей страны. Руслан Идрисов, Абдулла Исаев, Даурен Журхабаев, Марат Таубаев и Азамат Саметов. Жетекон. И последнее. Накануне глава государства Нурсултан Назарбаев посетил премьеру постановки «Кызжыбек» в театре Астана-Опера. Это произведение Евгения Брусиловского, написанное по либретто выдающегося драматурга и писателя Габита Мусрепова, создано на основе одноименной народной лироэпической поэмы. В поэтических строках сказания о трагической любви представителей двух жузов отразились многие стороны духовной жизни казахов-кочевников, их думы и чаяния. Музыкальным руководителем и дирижером-постановщиком оперы «Кызжыбек» стал заслуженный деятель Казахстана Абзал Мухиддинов. На этом у нас все. Увидимся ровно через неделю в воскресенье в 21:00. До свидания и всего вам доброго.